В этом выпуске вы увидите, как привозят Александра Габышева в суд, интервью Алексея Пряничникова, правозащитной организации «Открытый». Он пока не задержан. Чего вы боитесь? Все, я приехал с Москвы, чтобы весь мир увидел, что сегодня идет суд над Габышевым. Я считаю, весь мир должен знать, что он совершенно здоровый, совершенно политически адекватный человек, и зря его судите. Свободу Александру Габышеву! Свободу Александру Габышеву! Я наблюдал такую картину, что Александра просто завели без досмотра, нарушая установленные правила в судебном порядке. То есть любой входящий человек должен производить досмотр или осмотр личных вещей, запись в книгу приходящих в суд. Но такового не было сделано. То есть просто взяли, тупо завели. Все, машина приехала за Александром. Там внизу Хонгард стоит, снимает. Сейчас будут выводить. Основания какие у вас? Основания у вас какие? Основания у вас какие? Каким вы федеральным законом руководствуетесь, судебные приставы? Если даже ваша контора не может взыскать с полицейских долг, о чем вы говорите, блин? Я где хочу, там и нахожусь. Я не в здании суда нахожусь. Ваше полномочия там. Вы проводите Александра, даже не проверяете его. О чем вы тут говорите? Какая безопасность у вас может быть? Судебные приставы? Нет. Я хочу, где стою. Александр не является осужденным. Вот сейчас, в данный момент, вы поступаете как нелюди. Судебный пристав, каким вы федеральным законом регламентируете, ограничивая права людей? Пожалуйста, сейчас он будет. Каким вы федеральным, я еще раз вам повторяю, каким вы федеральным законом руководствуетесь, чтобы ограничивать здание суда внутри? Вот идите, исполняйте свои там полномочия. Вы частная структура. О чем? Я вам делаю еще раз замечание. Спуститесь, пожалуйста. Вы можете делать не в здании суда. Статья 14. Какая? О чем она регламентирует? Вы... Спуститесь. В отношении меня ведется исполнительное производство, чтобы вы ограничивали мои права. В отношении меня не ведется исполнительное производство, так что зайдите в здание суда и молчите. Вот вы как преступники поступаете. Александр, весь мир с тобой! Ну что, ему ничего не сказал, руководство ваше. Куда вы пошли? Вот! Держись, мы с тобой. Спасибо. Саша! Давай, Александр. Весь мир с тобой. Ага. Весь смотрят все. Сегодня было предварительное судебное заседание по нашему иску о признании незаконными вот этих вот приказов министра внутренних дел
приказ начальника управления Росгвардии и распоряжение командира ОМОН Росгвардии о захвате Александра 27 января 2021 года. Мы считаем, что эти приказы незаконны. Они содержат в себе ссылку якобы на решение Якутского городского суда, в исполнении которого они издавались. Но такого решения на момент издания этих приказов на 27 января просто в принципе не существовало. Да, не было. Суд заседал только лишь 2 февраля. То есть, по сути дела, это такие гости из будущего. То есть перенеслись из будущего, знали уже, что будет такое решение суда, и вот издали такие приказы. Приказы, в частности, приказ министра внутренних дел содержал подробнейший план вот этой вот всей провокационной вылазки с расстановкой сил, средств и так далее. Там, согласно этому приказу, он никакой не секретный, ничего. Согласно этому приказу, только от МВД было задействовано 50 человек и 9, нет, сколько там, уж не помню, 9 единиц техники. Плюс еще от Росгвардии была 1 единица и вот эта группа захвата 5 человек. Да, мы знаем, потому что мы туда ходили, и там, представляете, в радиусе там 5 километров или там, не знаю, от его дома пост ГАИ закрыл все дороги. Это я знаю. Мы этот план подробно изучали, и вот, собственно, сейчас, вот сегодня было первое предварительное заседание по делу, вот по нашему иску, о признании незаконности. Сейчас следующее заседание нам назначили на 24 мая. 24 мая, да? Получается, сегодня что было? Сегодня это было вот заседание по нашему иску. То есть уточняли у нас исковые требования, судья выдвинула ряд требований к стороне ответчиков, чтобы они предоставили отзывы и так далее. Ну, такое процедурное заседание, которое по существу сегодня дело в нем не рассматривалось, все будет рассматриваться 24 мая. Почему такой большой срок перенесли? Вот сегодня только сложно начало. сказать. Нас изначально удивило то, что вот это заседание по подготовке довольно быстро было назначено. Иск был подан, насколько помню, когда я его подавал 27 января, а уже апреля, извиняюсь, 27 апреля, а 30 апреля уже, когда я вот здесь находился, мне позвонили из суда и сказали, что вот нужно прибыть 4 мая. Я вот на пару дней отъехал и... Да, я помню, что вы писали, что вы хотите подать иск, что вы собирались, да. И получается, как только вы подали, они уже сразу заседали. Ну, через 3 дня уже назначили заседание. Ну и опять же на вот эти вот так называемые нерабочие дни, которых не существует ни в одном законе, ни в Трудовом кодексе, нигде, но тем не менее на эти дни назначили. Видимо, игнорируют президента. Не отложили, а назначили заседание основное на 24 мая. Да. 7 тоже. А 7 Спасибо большое.